«Ай да Ваня! Ай да сукин сын!» – восторженно воскликнул Александр Сергеевич Пушкин, если бы случилась для него в наши дни такая виртуальная оказия – лицезреть памятник себе вполне рукотворный, да не где-нибудь в пышных столицах, а в заштатном Северном Якутске. И вот почему. Раньше у нас имя Пушкина носила Национальная библиотека. Потом, когда ей был присвоен вот этот статус национальный, имя Пушкина, оно как бы слетело. И за имя Пушкина стал бороться наш государственный академический русский драматический театр. Это имя было ему присвоено вполне достойно, потому что театр постоянно работал над классикой. И папе очень захотелось поставить здесь памятник Пушкину. Он дал 60 тысяч рублей главному художнику театра Николаю Николаевичу Попову и отправил его в центр. Сказал: лети, Николай, в центр, найди людей, которые поставят этот памятник. И вот Николай Николаевич прилетел и даже не знал, к кому обратиться. И потом он нашел скульптора Юрия Орехова, у которого был готов уже образец, модель этого памятника. Он ее готовил для Парижа. И он сказал: а давайте отольем точно такой же бюст, как в Париже. Но только нужно немножко добавить денег. И тут Николаю Николаевичу помогла Алроса, помогло Якут золото, добавили денег и таким образом отлили вот этот бюст прекрасный. Теперь есть в мире два города, Париж и Якутск, в котором стоит вот такой памятник Пушкина. И у папы в театре даже было несколько дворников. Был дворник, который вот тут все подметал, прибирал, убирал снег, а был дворник, который был ответственен за то, чтобы чистить шевелюру великого поэта. Печально вздыхает по ночам этот уютный театральный островок, ностальгируя по своему хозяину, который в буквальном смысле брался за метлу, чтобы привести в порядок свою маленькую театральную планету. И есть на этой планетке маленький, неказистый и самый короткий в Якутске переулок, но назван он именем фигуры знаковой и легендарной. Ну вот это дом, в котором я родилась и выросла. Вот это один из первых каменных домов на проспекте Ленина. Здесь жили мои родители в 50-х годах. И я играла в декорациях. Вот это производственный цех театра. И папа очень старался его восстановить, отреставрировать. А тогда, в 50-х, в начале 60-х, я была ребенком, играла в этих декорациях и, конечно, представления не имела о том, что когда-то мой отец станет знаменитым, легендарным директором театра. Этот переулок он называл Ванькиным переулком в своих дневниках и все время писал, что его надо почистить, его надо, значит, привести в порядок. И вот жизнь сложилась так, что уже когда папы не стало, вот этому переулку присвоили имя Подойницына. Он в самом центре, он динамичный, постоянно туда-сюда ездят машины, ходят люди. Я рада тому, что он динамичный, что он живет своей жизнью. И мне приятно думать, что папа всегда ходил по этому переулку. Он ходил по этому переулку, когда он был молодым и только приехал в Якутск.
И он ходил по этому переулку, когда он уже был известным жителем нашего города, директором театра. Ну вот это вот мой личный столб, на котором повесили мы вот этот аншлаг, переулок Ивана Подойницына, чтобы вот обозначить границы между тем аншлагом и этим аншлагом. Ну вот теперь я довольна, потому что люди ездят по этой трассе, ну и вот все видят вот этот вот переулок. Ирина Подойницына, доктор социологических наук, профессор кафедры менеджмента Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета, родилась в Якутске. В 1979 году она окончила факультет журналистики Ленинградского университета имени Жданова. Основное направление ее научной деятельности – этническая социология. А еще Ирина – талантливый писатель. Вот моя первая книга, она называется «Чашечка кофе для Жана Кокто». Она издана в Якутске в 1992 году. И вот в этой же первой книге я сразу же пишу о папе. Вот сама новелла «Чашечка кофе для Жана Кокто», она посвящена гастроли в Петропавловск-Камчатский. И здесь вот я рассказываю, как мы с ним путешествуем, отдыхаем. Вообще он меня приучил к путешествиям, это полностью его заслуга. А вот в рассказе «День рождения в Коломбо» я пишу о том, как мы с папой прилетели. Коломбо – это Шри-Ланка, и в Шри-Ланка мы отмечали мое 26-летие. И вот этот праздник мне подарил папа. Потом появляется уже более солидная книга. Это «Путешествие от себя к себе в радиусе от центра Вселенной». Здесь уже лучшие годы или маленькая повесть о больших советских людях, повесть о моем папе. Здесь я рассказываю вот все этапы его пути, начиная с детства. А это отдельный мой рассказ, он называется «Деревенька моя, деревенька-колхозница». Это село Болотово. Здесь я рассказываю про эту деревню. А вот лучшие годы или маленькая повесть о больших советских людях, вот здесь я рассказываю и про типографию, и про транспорт, и про то, как он город озеленял, и про то, как он ставил памятники. И я, кстати говоря, рассказываю о его друзьях. Вот, о его друзьях, люди, с которыми он вместе прошел жизнь. И, между прочим, вот когда покупали эту книгу, то люди в возрасте, они очень радовались тому, что я не забыла вот больших людей советской эпохи. Почему лучшие годы? Василий Самуилович Рыков, ему было тогда за 80 лет, в обкоме профсоюза связистов он работал. И вот он мне рассказывал всякие байки советской эпохи. И он мне сказал: Ира, напиши, что это были лучшие годы, советская эпоха. Вот я буквально 2 слова зачитаю. Вот в конце. Почему лучшие годы? Вот я говорю, лучшие годы, все перемешалось в моей голове на параллелях воспоминаний. Все цветные черно-белые кадры из прошлого закружились в моем сознании в каком-то ритме, наслаиваясь друг на друга. Вот я вижу Москву и оттепель. А вот первое дерево зеленеет в Якутске. Я как будто слышу шум его кроны. Это дерево, которое мой папа посадил. А потом перед моим внутренним взором как будто вздымается вечный огонь площади Марата, освещая всполохами медные фамилии героев. Медные фамилии героев – это герои гражданской войны. А потом возникает такая яркая, сочная и судьбоносная картинка, наверное, главная в жизни отца – русский театр. Русский театр возрождается, как феникс из пепла, отстраивается и хорошеет. Рядом с ним
возводится памятник Пушкину. Мой отец стоит перед памятником Пушкину со своей кудрявой головой, стоит и внимательно всматривается в черты поэта. Лучшие годы, наполненные трудом и верой, верностью друзей и соратников. Как хорошо, что все это было. Вот это моя третья книга «Правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Здесь БАМ. Как мы вместе с отцом путешествуем по БАМу. Вот. Это он меня влюбил в БАМ, это он мне БАМ показал. И сейчас я подводила вот итоги этой великой стройки. Есть и четвертая книга. Называться она будет «Дневник одного директора». И это полностью о дневниках отца. Затерялась в забайкальских далях чудных стариннейшая, аж с XVIII века, ведущая свое начало село Болотово, малая родина Ивана Ивановича Подойницына. Семья была крепкая, многодетная, крестьянская. Его отец прошел огненными верстами двух войн Великой Отечественной и на Востоке с японцами. Ирина Подойницына в своей книге «В радиусе от себя к себе и центру Вселенной» пишет о своем деде. Дед невысокого роста, симпатичный усатый мужичок, крепкий русский человек, необычайного ума, гораздо выше среднего, неиссякаемого трудолюбия и удивительно какой-то болезненной честности. От отцовского порога за деревенскую околицу шагнул его сын Иван II в боевую кипучую взрослую жизнь. А в этой жизни советской были замечательные социальные лифты для молодежи, особенно если она рабоче-крестьянских кровей. В общем, как писал пролетарский поэт Трибун Маяковский, все работы хороши, выбирай на вкус. И Иван II выбрал. Конечно, не сразу достиг каких-то высоких чинов, но об этом чуть позднее. Кстати, хочу сказать, что не оскуднел род Подойницыных Иванами. Есть и Иван III, внук Ивана Ивановича и сын Ирины. Он талантливый музыкант, рэпер, осваивает свое жизненное пространство. У него все сложилось наилучшим образом, и может даже в коем-то мере его можно назвать баловнем судьбы, но ни в коем случае не умаляя при этом его заслуг. Имеется в виду, что ему улыбалась в какой-то момент, в каком-то веке удача по жизни, и она так его и сопровождала всю жизнь, как бы, и позволила ему много чего сделать. Без спору у него были соответствующие качества, да, личностные, и как бы ему многое благоволило. То есть я не хочу сказать, что это... В общем, все сложилось, вот как бы карты так легли, звезды так выстроились, если смотреть на это как-то фаталистично, и я считаю, что он действительно не то, что достиг своих мечт, он просто был счастлив, что он достиг того, чего достиг. Вспоминая все прожитые дни, я думаю о том, что ждет меня впереди. Светлое небо, неизвестные дали, немало людей ко мне спинами вставали. Я понял, как... Ох, как ты был прав, Иван III, в своих юношеских строках рэпа «Ничто не вечно». Уверена, что и дед твой по младости лет романтически мечтал и о светлом небе, и о неизведанных далях. А в ходе его необыкновенно интересной и многотрудной жизни, думаю, что немало людей к нему и спинами вставало. Ты же знаешь, Ваня, так бывает. То, что от него все отворачивались, то, что был такой момент, естественно, я в курсе, как бы, и то, что он это, я могу представить, что он это глубоко переживал, потому что я понимаю, насколько он был, таким чувствительным человеком. Это одна из его граней тоже, может быть, которая может показаться несколько противоречиво относительно каких-то его других качеств, там, тех же самых волевых, да, но в то же самое время это его такая прекрасная черта, которая без спора его красит.
мы с мамой постоянно вспоминаем тоже, да, насколько он был сентиментальный человек. Поэтому его это явно очень сильно, глубоко касалось, и мы даже не можем представить, наверное, до какой степени и как это тоже, ну, в каком-то моменте отразилось там, не знаю, на его здоровье, на все. Это место памятно тем, что здесь установили памятную доску, вот, посвященную отцу. Это было сделано 7 ноября 2016 года, год спустя после его ухода из жизни. Значит, скульптор Николай Чечасов, хорошо известный по вот работе «Дворник возле Центрального» и по другим своим работам. Здесь собралось очень много людей. Пришли коммунисты. Это было 7 ноября, любимый папин день. Пришли коммунисты, пришла заммэра Евдокия Евсикова, бывший мэр Юрий Семенович Коркин, наш постоянный сосед. Очень тепло и хорошо говорили об отце. И еще я вот что хочу сказать. Вот эти деревья были тогда маленькие, вот. Сейчас они разрослись, 2 большие березы, и получился как будто такой небольшой скверик. И мне очень приятно, что здесь вот такой зеленый уголок. И в этом доме, вот там на 3-м этаже, мы прожили примерно где-то 18 лет. 18? Да, примерно. А здесь жили мои родители, а до этого мы жили на проспекте Ленина. Я прочла около 30 его дневников, написанных за 22 года работы в театре. И образ у меня сложился сильного, волевого человека, но при этом доброго. Вот такая добрая сила, если вот можно вот объединить. Совершенно правильно было сказано, что откровенен, конечно, откровенен. Но он писал эти дневники для себя, как директор. Он делал пометки. Они иногда сухие записи, иногда деловые, иногда очень такие переживательные. Вот, например, Сальвадор Дали писал дневники, дневник одного гения. Он писал, как будто бы знал, что эти дневники прочтут. Он там рисовался, он хотел там показаться гениальным. Он работал на публику. Здесь нет никакой работы на публику. Здесь много личных переживаний. Но вот они, конечно, подкупают тем, насколько был сильный человек, насколько он любил театр. Вот 3 дневника подобрала. Вот этот вот скромный зелененький – это начало его работы директором театра. Вот это середина пути. И вот это совершенно потрясающий дневник, написанный человеком в 79-80 лет. Это когда он уже заканчивал свой трудовой путь. И вот я открываю этот первый дневник. 1986 год. Стоит такая странная, ну, как бы странный такой эпиграф. Лучше целой армией управлять, чем труппой артистов. В скобках французы написал папа. Ну и, кстати говоря, управлять было действительно сложно. Он управлял полиграфистами, был директором Якутской республиканской типографии, шоферами, таксистами, дальнобойщиками, когда работал руководителем обкома профсоюза транспортных рабочих республики. Но самое сложное было управлять артистами, актерами. И вот смотрите, да, вот здесь идет, что нужно сделать в театре. Как любой руководитель, он это записывал, да. Забетонировать ступени, посадить деревца, отремонтировать перила. Потому что ему театр достался, лежащий
в руинах, погорелый. Он как какой-то там римский или какой-то античный полководец стоял, и перед ним вот руины вот эти вот, да, и ему надо было их поднять. И второе, здесь гастроли. Он увлекся гастролями, ему очень хотелось гастролировать. Вот тогда был популярен Монастырский, это художественный руководитель Куйбышевского академического театра драмы. И вот он конспектирует вот Монастырского, который, конечно, был для него тогда авторитетом. Прямо здесь указаны страницы и выделяет 5 черт хороших гастролей. Это, значит, стоимость гастролей, там, репертуар и так далее. Пишет, что должен быть дополнительный финансовый план. Пишет, что, значит, нужно сделать специальную афишу репертуара. Ну и так далее, рассматривает все вот эти черты хороших гастролей. Но главное, что гастроли должны сплотить коллектив. Вот это было его задачей – сплотить коллектив. А он был не сплоченный, Ира? В тот момент, когда он пришел, он был не то чтобы не сплоченный, он был сложный. Я сейчас перейду вот к своей маленькой новелле. Я, конечно, ее читать всю не буду. Я просто скажу, что я написала новеллу «Чашечка кофе для Жана Кокто». И, значит, она посвящена гастролям как раз в Петропавловске-Камчатском. 1986 год. Папа взял меня с собой, чтобы я писала. И вот я восхищаюсь этими гастролями. Это посвящено Нине Алексеевне Константиновой, блистательной Нине, как о ней написала, значит, пресса в Петропавловске-Камчатском. И как раз это посвящено театру, а актеры называются священными чудовищами. И тут я пишу гастроли, театральный автобусик плавно, но быстро катится по жаркому летнему асфальту, а когда заворачивает на крутых поворотах горного серпантина, из-под колес вылетают пестрые камушки, и слово «газ», 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 как будто хрустит песок, «тролли», 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 как будто амортизируют рессоры и так далее. То есть все радуются этим гастролям. И, значит, папа мне надписывает, что ты вновь на берегах Тихого, но Великого океана, в очередном городе-пограничнике Петропавловске-Камчатском, где гастролирует наш государственный театр. С воздушного корабля ты приехала прямо на бал, посвященный Дню молодежи. Это был День молодежи. Ну вот, первый период. Его называли «золотым десятилетием Келли-Пелли». Папа сразу стал активно сотрудничать с Валерием Яковлевичем. И вот эти вот прекрасные спектакли, вот Валерий Яковлевич, прекрасный режиссер. И вот здесь все, что ставилось в то время, все это было отражено в его дневниках. Очень хорошо он пишет о Келли-Пелли. И вот эти вот спектакли «Дети Арбата». И сразу театр прогремел во всероссийском масштабе. Вот. Потому что была сказана правда про советскую Россию. Вот был такой спектакль «Сибирское лето». В чем состоит фишка? В том, что папа в конце 50-х годов был в Бостоне и боялся даже руку пожать американцу. Это были сложные времена, сложные отношения. Америка была закрыта для нас. И тут американский режиссер приезжает в Якутию и ставит вот спектакль «Сибирское лето» о любви, о якутской девушке и американского парня. И вот «Сибирское лето» был когда-то популярным. Жаль, что его забыли. Жаль, что опыт сотрудничества подобный не повторился. А у папы, наверное, были свои люди, которые были симпатичны ему. Могу сказать, что в театре, допустим, ну вот он дружил с Валентином Дмитриевичем Антоновым, потому что он был фронтовик. Вот здесь вот он на портрете. Он, конечно, уважал фронтовиков, поскольку его отец, мой дед Иван Венедиктович, прошел войну, 2 войны. И, конечно, человек войны, он перед ними преклонялся.
человек дела однозначно. Он любил людей дела. При этом не важно, какой пост он занимал. Вот расскажу, например, такой случай. Сейчас, что мне в голову пришел такой случай. Он лежал в больнице, и в больнице лежал обыкновенный дворник какой-то с Улуса. И другие мужчины с ним не разговаривали. Видимо, считали ниже своего достоинства. Вот. А папа с ним общался, он ходил с ним вместе на процедуры. Тот рассказывал ему свой опыт жизни, и он его поддерживал. И потом, когда за ним уже приехали его, по-моему, дети с Улуса, папа вышел его провожать. Вот. И тот прямо даже всплакнул, у него появились слезы на глазах. И он говорит: ну как так, вот вы директор, и вы так ко мне отнеслись? Он говорит: ошибаешься, я не просто директор. Я дворник директора, говорит, я дворник директора. И поэтому я дворников очень уважаю. Я все подметаю, все прибираю, я навожу порядок. То есть вот он увидел в этом человеке что-то хорошее, да? И так вообще всю жизнь. Кстати, и в его дневниках тоже я заметила, он прямо по бокам писал, значит, наградить дворника, наградить такого-то строителя, значит, тому-то выдать премию и так далее. Ну вот человек дело прежде всего. Перехожу ко второму дневнику. Середина пути. Так, я, конечно, прочла все, но тут я беру 99-й, 2000 год. Что было в этих годах? В эти годы ставили «Одиссею» инока Якутского. Эпохальный спектакль. Я хочу сказать, что Андрей Савич Борисов в театре в нашем русском поставил вот 3 разговора. Это тоже был эпохальный спектакль по Соловьеву, сыну известного академика теософии. Вот я горжусь этой программкой. Это единственная программка, где есть надпись «Мне». Да? Да. Ну тут везде все. А тут вот одна. Но зато какая. Театр творит еще и зритель, талантливый зритель. Я думаю, вы принадлежите к такому зрителю. Андрей Борисов. Это тебе. Это мне. Вот горжусь этой надписью. Так, вот были 3 разговора, которые совершенно потрясли Якутск. Записи об иноке Якутском. О том, как они переживали за этого инока. О том, как они ругались иногда, ну, в таком... в рабочем порядке. Идет репетиция «Одиссеи». Все именно так, как это делает Борисов, да? По-другому он не хочет, вот пишет он, да? Значит, но с другой стороны, он же вот этому и рад. Вот здесь где-то есть репетиция Борисова «Вчера и сегодня». Интересно, пишет он. Так, подготовка к премьере «Одиссеи» инока Якутска. Вот, все идет по непохожему образцу. Все-таки Андрей Борисов талант, как делает заглядение, будет нечто, пишет он. И так, наконец, премьера, полный восторг. И, кстати, он здесь пишет, что этот спектакль сплотил театр. Это вот к вопросу о священных чудовищах. Ну, конечно, хотим. Давай, Вера. За веру твою и за верность мою, за то, что с тобою мы в этом краю, пускай навсегда заколдованы мы, но не было в мире прекрасней зимы, и не было в мире узорней крестов, воздушней цепочек, длиннее мостов. За то, что все плыло беззвучно скользя. За то, что нам видеть друг друга нельзя.
есть такие спектакли, которые вот сплачивают. И вот он здесь пишет, что у меня в кабинете собрались я, Козловский, Звонкова, Галина Вахитовна, Антонов, Борисов. Самый хороший разговор, разговор друзей, разговор об эмоциях, разговор о нашем спектакле. Вот видите, я еще помню, что были обозреватели со Страстного бульвара с Москвы и хорошо оценили этот спектакль «Одиссея». Ты уж скоро закончишь академию свою. А ты свой институт. И вернусь в Якутск. И я вернусь. Так значит, снова мы встретимся в Якутске. Значит так. Ты примешь сам. Приход большой получишь. Подыщешь себе матушку. Я вижу путь другой. Какой? Священника стезя не для меня. Готовлю я себя к стезе монаха. Вот сейчас подходим наконец-то к третьему дневнику. Надо отметить, что он меня совершенно потряс. Я имею в виду третий этап. Пишет человек, которому 79 лет. Это страшные сомнения и муки. Он не хочет уходить из театра, но он устал. Он устал, у него уже не те ресурсы. Ему хочется отдохнуть, и ему хочется побыть с собой. Но он все время наслаждается театром. Вот он пишет: «Мой русский весь в коврах, дорожках, люстрах, белых шторах, телевизорах, картинах и многом другом». Как не хочется уходить, он пишет. Потом, каждый день в отпуск он приходит в театр. Вот, в отпуске. Мне не с кем поговорить, никого нет. Приходит он, да. Я сижу и думаю, что это последний мой театральный сезон. Второй день он приходит. Опять никого в театре нет. Это понятно, что никого нет, потому что отпуск. Начало театрального сезона 29 августа. Я опять здесь, в родном театре, но мне не хочется уходить. И я вот этого не знала даже, что вот была вот такая боль. Вот он почти каждый день он заходит в театр и все ждет. Лето, архисолнечно, пишет он. Как же мне прожить эти 10 дней? Обычно люди ждут 10 дней до отпуска, а он ждет 10 дней, чтобы уйти на работу. Скорее бы, пишет. Скорее бы, пишет он, да? Вот. Я хочу, значит, на работу. И вот, наконец, он выходит, и снова он пускается в ремонт. Этот перманентный ремонт русского театра, да. И, значит, вот я думала, я написала повесть, называется «Дневник одного директора». А я все прочла, выбрала лучшее. И я там, значит, размышляю, каким он должен быть последний дневник директора. Он должен быть уставшим, он должен быть сонным, он должен показывать профессиональное выгорание, он должен быть, может быть, раздраженным или злым. Ничего подобного. Никакого профессионального выгорания. Это дневник человека, который любит театр, любит свой коллектив, хочет оставить о себе хорошую память. Это дневник оптимиста, для которого стакан всегда
наполовину полон. Вот. Его волнует, кому же мне отдать театр? Знак вопроса. Из книги Ирины Подойницыной «Дневник одного директора». Это ее новая ретро-повесть, в которой ее папа Иван Иванович Подойницын без ретуши и лакировки описывает будни своей многотрудной жизни. Директор хорошо выглядел: длинные вьющиеся волосы, добротное кожаное пальто, шарф в черно-белую полоску соответствует тельняшке. Он был похож на актера, потому что всегда был погружен в водоворот творческого процесса, на музыканта, потому что всегда пел, на красного комиссара, потому что был верен коммунистической партии, на старого, вышедшего на пенсию боцмана, на правой руке которого красуется с юности татуировка «Благовещенское речное училище», потому что всегда он ходил в тельняшке. Вообще у него было много ролей. Он был умен, сложен, многолик, и здесь нет ничего удивительного, ведь он долгие годы выступал руководителем лицедеев. В Русском академическом драмтеатре имени Пушкина сезон откроется в пятницу 13 октября. Ну, это я к слову о том мифе, что, мол, актеры люди суеверные. Ничего подобного. Пятница, да еще 13 число, их не остановили. И более того, 13-й номер – это название пьесы, которой откроется сезон. И это еще не все. С этой комедии «Куни» начался роман, можно, наверное, так сказать, директора театра Ивана Подойницына с театром как таковым. Первые шаги в театре я сделал в Благовещенском театре. Даже так еще? Да, это по той простой причине, что я когда в Благовещенском речном училище учился, и нужно было в спектакле 13. Опять 13? Ну так. И я был старшиной роты, и пришли и сказали, вот нам нужны по мальчишке, так сказать. Ну, я сказал, ну, вот я дам. Ну, если вы не возражаете, возьмите меня. Они взяли, и там я расписался на сцене, что я буду директором. Ну, где-то так вот, позади, где не видно ничего. Ну, символически, разумеется. Вот такие. Так подождите, вы тогда, получается, дебютировали в спектакле «13», которым открывается этот театральный сезон в Русском уже театре. Да, что поделаешь. Ну, вообще все закольцевалось в жизни. Ну, не надо так закольцевалось. А может быть, она жизнь из этого и состоит? Да. Ничего же не поделаешь. Все связано. Да. Кто-то женится, кто-то разводится, кто-то рожает, а кто-то так идет своим путем и женится, и не разводится, и рожает детей, дети детей. Рожает тот я из этих. Вот какие пироги с котятами.